Народное демократическое движение ДВТ официально зарегистрировано в сентябре 2020 года во Франции. В 2020 году, в мае месяце, уроженец Туркменистана Мурат Курбанов, в настоящее время проживающий на территории Франции, и Какамурат Хыдыров, уроженец Туркменистана, в настоящее время проживающий на территории Англии, основали народное движение «Демократический выбор Туркменистана». Народное движение ДВТ было создано с целью укрепления, консолидации и развития граждан Туркменистана, проведения настоящих демократических преобразований в Туркменистане. ДВТ имеет официальный символ – голубь, символ мира и свободы. Начиная с 27 октября 1990 года, момента избрания на безальтернативных выборах первого секретаря ЦК Компартии ТССР Сапармурада Ниязова на пост президента Туркменистана, в стране укрепилась диктатура власти Ниязова. Второе избрание в 1992 году Сапармурада Ниязова президентом Туркменистана, а затем в 1999 году незаконным решением Народного совета, незаконного органа о пожизненном президентстве Сапармурада Ниязова окончательно привело Туркменистан на путь диктатуры. Внезапная смерть Сапармурада Ниязова в 2006 году не изменила политическую систему Туркменистана. Группой чиновников, приближенных помощников умершего президента, возглавляемая Виктором Храмовым и Александром Жаданом, был произведен незаконный захват власти. После чего Туркменистан приобрел нового руководителя авторитарного режима в лице Гурбангулы Бердымухамедова. Так началась новая эпоха новой диктатуры. За всю 30-летнюю историю образования независимого Туркменистана туркменский народ так и не смог получить свою независимость и свободу от диктаторов. Туркменский народ так и не смог использовать свои конституционные права в должной мере. Туркменистан быстро превратился в закрытую страну, где процветает коррупция, беззаконие, насилие и репрессии. В мае 2020 года Мурат Курбанов и Какамурат Хыдыров объявили о создании народного демократического движения «Демократический выбор Туркменистана» ДВТ, которое в скором времени было зарегистрировано в регистрационном реестре префектуры Франции. В сентябре 2020 года лидером движения «Демократический выбор Туркменистана» ДВТ был избран Мурат Курбанов. За все время существования ДВТ можно выделить основные итоги деятельности. За время своей деятельности ДВТ сформулировало свою политическую платформу и провело сотни собраний, акций протестов, митингов и манифестаций в разных городах и странах. В связи с систематическими нарушениями прав человека в Туркменистане активисты ДВТ организовывали онлайн-протесты в прямых эфирах. Эти протесты сопровождались многочисленными обращениями к мировому сообществу с требованием освободить политических заключенных в Туркменистане. Активистами ДВТ были проведены более 1000 видеовыступлений на медийных площадках и в социальных сетях. На этих медийных площадках активисты ДВТ ведут масштабную разъяснительную работу о правах человека как внутри страны, так и за ее пределами, о нарушениях правительством статей Конституции Туркменистана. 19 июля 2020 года напротив Генерального консульства Туркменистана в Стамбуле активисты ДВТ совместно с активистами других политических организаций провели протест. Протест был организован в связи с массовым распространением и заболеванием вирусом COVID-19 и множеством смертей граждан Туркменистана, а также непризнанием действующим президентом Туркменистана Бердымухамедовым наличия коронавируса в стране. На этом протесте властями Турции по просьбе генерального консула была задержана руководитель стамбульского штаба ДВТ, активистка Таганова Дурсалтан. В ответ на ее незаконное задержание активисты ДВТ организовали многочисленные акции протеста, челленджи, призвали в поддержку международные организации. В результате с помощью правозащитной организации Human Rights Watch добились освобождения Тагановой из депортационного лагеря города Стамбула. В ноябре 2020 года активистами ДВТ была запущена акция «Замена паспорта». Из-за массовых смертей и заболеваний, связанных с распространением коронавируса COVID-19 в Туркменистане, руководством ДВТ были направлены десятки письменных обращений к правительствам разных стран, во Всемирную организацию здравоохранения ВОЗ, ОБСЕ, Европарламент и Сенат США. С участием активистов ДВТ совместно с активистами других политических организаций были проведены следующие мероприятия.
30 августа 2020 года. Был проведен протест в США в Хьюстон. Цель протеста – призыв к мировому сообществу о тяжелой эпидемиологической ситуации в Туркменистане и оказании медицинской и гуманитарной помощи туркменскому народу. 1 сентября 2020 года был проведен протест перед зданием Конгресса США и посольством Туркменистана в Вашингтоне. В ходе протеста было предоставлено письмо в Конгресс США, свидетельствующее о многочисленных, грубых и масштабных нарушениях прав человека в Туркменистане. 2 сентября 2020 года состоялся протест перед зданием ООН в Нью-Йорке. Этот протест был проведен для привлечения внимания сотрудников ООН и правозащитных организаций против грубого нарушения прав человека со стороны руководства Туркменистана. От имени участников протеста также было вручено письмо сотрудникам ООН о существующих масштабных нарушениях прав человека в Туркменистане. В связи с проведением 25 сентября Народного собрания Халк Маслахаты, где предполагалось без согласования с народом утвердить новую конституцию Туркменистана с включением незаконных статей, ущемляющих права граждан, ДВТ призвало с 14 сентября по 25 сентября 2020 года всех туркменистанцев на проведение забастовок и протестов по всей стране. В октябре месяца 2020 года активистами ДВТ в городе Москве на территории парка Царицына были расклеены листовки против диктатора Бердымухамедова. В ноябре месяца 2020 года активистами ДВТ была проведена акция в поддержку незаконно осужденного властями Туркменистана Пегамберды Алабердыева, было записано множество челленджев и отправлены письма с обращением к властям Туркменистана и мировому сообществу. В начале ноября 2020 года ДВТ запустила протестную акцию «Путешествие диктатора Гурбангулы Бердымухамедова по Америке». Активистами ДВТ были изготовлены плакаты с портретом Бердымухамедова, которыми был обклеен грузовой автомобиль. Автомобиль курьировал по городам и населенным пунктам США, доставляя различные грузы. 7 ноября 2020 года на YouTube-платформе ДВТ был проведен Zoom-протест в поддержку политических заключенных. В ноябре 2020 года активисты ДВТ запустили протестную акцию «Открой лицо и скажи режиму «нет». 6 декабря 2020 года на YouTube-платформе ДВТ был проведен общий протест оппозиционных сил. В декабре месяце в столице России, городе Москва, на Красной площади и прилегающей территории, а также на некоторых станциях метро, активистами ДВТ были расклеены листовки. В декабре 2020 года в городе Стамбуле, Турция, активистами ДВТ была организована акция по распространению листовок с требованием открытия дорог, отставки действующей власти в Туркменистане. 27 декабря 2020 года на YouTube-площадке ДВТ был организован Zoom-протест в поддержку политических заключенных в Туркменистане.